Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе. В Сбербанке временная администрация. Комментарий председателя Банка Абхазии. Разные лица, одна судьба. 11-й Северокавказский международный фестиваль кино и телевидения «Кунаки» пройдет в Сухуме. Школа сахарного диабета, ранняя диагностика и лечение. Бесплатная акция в медицинском учреждении МВД. 13 ноября Национальный банк республики ввел временную администрацию в Сберегательном банке Абхазии до середины мая 2018 года. Как заявил в интервью абхазскому телевидению председатель Национального банка страны Беслан Барателя, данная мера вынужденная, и она предпринята в соответствии с законодательством республики в связи с тем, что Сбербанк республики является главным системообразующим банком Абхазии, и учитывая тот факт, что руководство Сбербанка не в состоянии самостоятельно исправить финансовое положение данного банка. По словам председателя Нацбанка, это решение никак не отразится на обслуживании клиентов Сберегательного банка. В соответствии с законодательством Республики Абхазия, Национальный банк Республики Абхазия вчера, 13 ноября, ввел временную администрацию до середины мая следующего года. В соответствии с приказом до 13 декабря полномочия руководителя Сбербанка ограничены, а с 13 декабря будут полностью приостановлены. Руководством Сберегательного банка будет заниматься временная администрация, а по сути Национальный банк Республики Абхазия. Хочу отметить, что Сберегательный банк, в отличие от других банков, является государственным банком. Он защищен законом, государством, поэтому он не может быть объявлен банкротом, либо банком, который не имеет перспектив. Пока существует наше государство, пока существует Республика Абхазия, у нас существует Сберегательный банк. И, безусловно, государство приложит максимум усилий для того, чтобы сделать Сберегательный банк лучшим банком страны. По плану финансового оздоровления уже в следующем году, впервые за много лет, Сберегательный банк станет прибыльной организацией. И я думаю, что в ближайший год-два он станет самым главным, самым прибыльным и самым высокоэффективным банком страны. В общественных хозяйствах Абхазии начался сбор цитрусовых. Комиссия Министерства сельского хозяйства республики провела обследование цитрусовых плантаций и определила ожидаемый урожай текущего года. Сколько было запланировано и какого ожидаемый урожай в этом году, узнавали наши корреспонденты. Репортажи Ирины Аршба. При плане 5264 тонны ожидаемый урожай цитрусовых в общественных хозяйствах республики в этом году составляет всего 2318 тонн. По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Владимира Даурова, качество ожидаемого урожая тоже разное. Сказалось распространение мраморного клопа, который нанес большой ущерб всему сельскому хозяйству страны. Низкая урожайность цитрусовых также обусловлена тем, что в последние годы во многих хозяйствах не проводятся в полном объеме необходимые агротехнические и защитные мероприятия. Еще одной из причин низкого урожая является старение деревьев и сокращение плодоношения. Те насаждения, которые сегодня имеются, это насаждения, которым более 50 лет. Если 60 лет, которым насаждения, это цитрусовые деревья, скажем. Да? Поэтому, конечно, надо обновлять. Надо ввести новые посадки. Но так как цитрусы, вот то, что я говорим об общественном секторе, это в основном находится в аренде, то есть у частных людей, которые этим занимаются. И они, к сожалению, этим никто не занимается. Закупочная цена на мандарины в этом году не изменилась. Не менее 15 рублей за 1 килограмм продукта. В структуре Минсельхоза создано унитарное предприятие «Абхазплодэкспорт», которое занимается закупом и реализацией сельхозпродукции и цитрусовых в том числе. Прием овощей и фруктов осуществляется в Гулрипше, где функционирует овощебаза, на которой есть все условия для хранения овощей и фруктов. Это новое плодовощехранилище с температурным режимом. Это хорошее. У нас такого в Абхазии, такого хранилища, это вот единственное, которое. Поэтому любой гражданин, говорит, может обратиться в этот РУП, который занимается. Это по большому счету, вот, когда люди так часто тоже спрашивают, а вот куда сбыть, а как сбыть и так далее. Вот мы говорим, куда можно обратиться. И дальнейшую реализацию уже они здесь примут, заключаются какие-то договора между поставщиком и покупателем.
и дальнейшее уже реализует, занимается это предприятие. По словам Владимира Даурова, в Минсельхоз уже поступили заявки на заключение договоров и контрактов с хозяйствами республики по поставкам цитрусовых. Ирина Аршба, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. 14 ноября во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом в медицинском учреждении Министерства внутренних дел Абхазии все желающие имели возможность бесплатно обследоваться. Подобная акция в этом учреждении проводится второй год подряд. В медицинском учреждении Министерства внутренних дел с утра очередь желающих обследоваться оказалось больше, чем ожидалось. Во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом пациенты получают помощь бесплатно. Уже завтра они могут прийти за анализами, если появится необходимость продолжить лечение. Сегодня в мире насчитывается 370 миллионов больных сахарным диабетом. Из них 80% проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. В Абхазии по статистике на 2016 год на учете стояло более 3000 больных сахарным диабетом. Их всех сегодня государство бесплатно обеспечивает препаратами первой необходимости и приборами для контроля уровня сахара в крови. По словам врачей, количество диабетиков с каждым годом увеличивается. Часто болезнь начинает прогрессировать, в связи с чем возникают осложнения. Чтобы этого не происходило, необходимо как можно чаще обследоваться. Пугает просто тот факт, что эта болезнь протекает очень скрыто. Не все понимают, что уже страдают этим заболеванием. Не обращают на такие симптомы внимания, как слабость, сухость во рту, полиурия, а это уже признаки диабета. Порой они обращаются уже с осложнениями. Поэтому как-то мы стараемся проводить эти акции почаще, регулярно вызывать население, брать на диспансерный учет. Мы подготовили индивидуальную карту пациента, в ней указаны необходимые кабинеты и необходимые обследования. Все, что возможно делать в рамках нашей поликлиники, мы это выполняем. Первоначально пациент заходит в регистратуру, получает свою индивидуальную карту, а там уже все указано. Всемирный день борьбы с сахарным диабетом был учрежден в 1991 году. Отмечать его было решено именно 14 ноября в связи с тем, что в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, который сыграл решающую роль в открытии инсулина, лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом. В медицинском учреждении Министерства внутренних дел Абхазии в первые 2 часа врачи приняли 17 человек. Среди них есть и те, кто приехал из других городов республики. Все, кто пришел сегодня на обследование, говорят, подобного рода акции необходимы, ведь не у всех есть возможность провериться. Я сегодня пришла первый раз, ни разу не была здесь, и сказали, что сегодня здесь акция. Я даже не знала, просто случайно попала. Анализы сдала, какие-то кабинеты ходила, еще назначили мне, еще дальше пойду. У меня просто общая такая усталость какая-то, ни на что не жалуюсь, но утомляемость какая-то, я решила обратиться к врачам, анализы сдать, и поэтому приехала. По словам главного врача поликлиники Русудан Габлай, во время проведения акции в прошлом году у 3 пациентов впервые был выявлен сахарный диабет. Какие будут в этом году результаты, пока неизвестно. После того, как пациент узнает о своей болезни, он должен встать на учет в поликлинике по месту жительства. Тем не менее, медицинское учреждение Министерства внутренних дел Абхазии часто оказывает помощь тем пациентам, которые по определенным причинам не смогли встать на учет. Сария Смыра, Стамур Гожба, Абхазское телевидение. 11-й Северокавказский международный фестиваль кино и телевидения «Кунаки» начнется завтра в Сухуми. Для участия в фестивале профессиональной комиссии были отобраны лучшие фильмы 50 режиссеров разных жанров и тематики. Алика Трапш встретилась сегодня с организаторами кинофестиваля. Северокавказский международный открытый фестиваль «Кунаки» будет проходить в Абхазии уже 4-й раз. Из 250 заявок на конкурсную программу в этом году было отобрано 50 картин в 3 номинациях – полнометражные, короткометражные, документальные фильмы, а также телевизионные фильмы и программы. Девиз фестиваля «Кунаки» – «Разные лица, одна судьба». И это судьба – наш общий мир, да, который просто мир глобальный, превращающийся в одну большую деревню, как это принято говорить, с открытием границ, потому что, понимаете, да, как мы сейчас легко курсируем по странам и континентам, легко курсируют товары, производительные силы, деньги, люди.
но при этом мы очень хотим сохранить свое национальное лицо. Вот это то самое локальное, которое наш очаг, наш стержень, наша попытка удержаться в этом очень сложном мире. Участниками 11-го открытого фестиваля документального кино и авторских телепрограмм стали режиссеры и тележурналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Екатеринбурга, Хабаровска, Махачкалы, Нальчика, Краснодара, Баку и других городов. Можно смело сказать, что с каждым годом география кинофестиваля увеличивается. На этот раз здесь будут представлены 4 картины об Абхазии, и среди них фильм абхазского режиссера Эсмы Хурхумал «Мурзаканцы». Также в рамках фестиваля пройдут традиционные мастер-классы и дискуссионные круглые столы. В Абхазии уже рождается молодой кинематограф. Есть мастера, есть профессиональные люди. Это очень важно, профессиональные. Вот. И в рамках фестиваля у нас будет один из вечеров, посвящен такой дискуссии о молодом кино Абхазии и вообще о молодом кино Северного Кавказа. Каким оно должно быть, какое оно нужно сегодня нам для того, чтобы двигаться дальше. Молодые кинематографисты абхазские должны быть очень крепко взяты в объятия государства. С ними нужно работать. Их ни в коем случае нельзя упустить из Абхазии. Открытый фестиваль кино и телевидения «Кунаки» был основан в 2007 году. Свое название фестиваль получил в честь кавказского обычая – куначество, которое означает дружбу и гостеприимство людей разных национальностей. Все, что мне похоже друг на друга, это только объединяет. Потому что очень скучно быть все время с одинаковым, правда? А когда ты рядом видишь другой темперамент, другой тип, другую культуру национальную, другую расу, другую вообще психологию. Как это ярко, как это интересно, да? Вот и все, а остальное все общее. И небо это, и земля, и это все наше. Вот это и есть куначество. Фестиваль документального кино и авторских телепрограмм «Кунаки» пройдет с 15 по 20 ноября в Государственном музее боевой славы имени Владислава Ардзинба. Алика Трапш, Леон Адлиба, Абхазское телевидение. Стационарные телефоны 223 на «Маяке» заработают до конца текущего года. Об этом нам сообщил главный инженер сухумского филиала «Абхазсвязь» Руди Гунба. С проблемой неработающих стационарных телефонов «Маяка» разбирались наши корреспонденты. Репортаж Ренаты Шакая. Ранее при установке троллейбусных опор был поврежден кабель, который обеспечивает район «Маяка» стационарной связью. Из 400 подключенных абонентов стационара 223 сегодня работают около 150. Все годы связь на «Маяке» обслуживала коммерческая организация «Интеграл», но буквально несколько месяцев назад обслуживание этого района перешло Абхазсвязи. Работы по восстановлению линии начались еще на прошлой неделе. Троллейбусные столбы, когда ставили, пробили каналы наши. Сейчас мы его восстанавливаем. Тут, то есть, кабель около километра пробито в нескольких местах. Его надо вытаскивать, потому что там вода попадает, и уже этот кабель не годится. Мы сейчас привозим кабель сюда 1000 метров, начинаем класть отсюда до стороны 12-й школы «Маяка». Мобильными телефонами сегодня пользуются практически все, как говорится, от мала до велика. Но старшее поколение все же демонстрирует верность домашнему телефону. Кроме того, в небольших населенных пунктах, где плохо работает мобильная связь, к проводной относятся более чем серьезно. Позвонить родственникам, вызвать скорую. Эти услуги предоставляют операторы стационарной связи. На сегодняшний день в столице около 10 тысяч абонентов, подключенных к стационарному телефону. Из них более 5000 в центральной части города. Это 226. В новом районе на стационаре 222, 3500 абонентов. Здесь действительно все каналы в ужасном состоянии. В колодцах вода полная, мы их должны выкачивать, чистить, смотреть. И вот это по ходу работы все себе покажет. Но в общем все равно мы думаем, на «Маяке» где-то до Нового года закончим и будет телефоны работать. Ну, частично. Сейчас все сразу мы не сможем запустить, там надо будет проводить до дома. 222, 223, 226 – стационарная телефония. Это постоянный номер, известный всем родным и давним знакомым. Надежная связь, без сбоев, наиболее выгодный вариант для неспешных душевных разговоров. Ежемесячная абонентская плата стационарного телефона составляет 150 рублей. На сегодняшний день любой желающий может подключить себе стационарный телефон бесплатно. Рената Шакая, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.
В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоялась премьера детского спектакля «Пастух и кот». Режиссер постановки Алхаз Шамба. Около 3 месяцев труппа театра готовилась к выходу перед юным зрителем. В премьерном спектакле Абхазского драмтеатра в основном сыграли молодые актеры, которые этим летом завершили свое обучение в Питере и вернулись в Абхазию. Как ранее рассказал режиссер, «Пастух и кот» – первый проект, осуществляемый вместе с ними. На детскую премьеру по традиции руководство театра пригласило учеников Сухумского лицея-интерната. По мнению зрителей, у молодых актеров Абхазского драматического театра выдалась удачная премьера. Более подробно о театральной премьере в нашем эфире завтра. Концертом в Москве завершил свои гастроли по городам России государственный ансамбль народной песни и танца Республики Абхазия. Зрители увидели номера, вошедшие в золотой фонд танцевального и песенного искусства Абхазии. Созданный в 1931 году ансамбль за годы своего существования успел покорить зрителей многих стран. Зажигательные абхазские танцы и многоголосное пение не могут оставить равнодушными никого, кто хоть раз видел выступление национального коллектива. Знаменитая сюита «Свадьба» открыла концерт на московской сцене. Этот номер, вобравший в себя танцевальные и песенные элементы, отражающие свадебные традиции нашего народа, давно стал визитной карточкой госансамбля. Концерт в Москве на этот раз не был запланирован. Ансамбль выступал в Рязани. Узнав об этом, представители абхазской диаспоры в Москве решили порадовать соотечественников и поклонников ансамбля. Зрителям были представлены знаменитые лирические и шуточные номера. Зал замирал и взрывался овациями после выступления вокалистов. Сегодня нам дали еще раз почувствовать себя частью древнейшего народа, подчеркнул в своем приветственном слове Тарас Шамба. Вы сегодня нам снова дали возможность почувствовать себя представителем древнейшего народа на планете. Мы рады, что вы сегодня сюда приехали, потому что у вас был путь совсем в другом месте. И в конце я скажу большое спасибо тем, кто сегодня организовал в короткое время, чтобы нас всех собрать. Вот это наше общение дает возможность сохранить нам нашу культуру, молодую, но древнего народа. Настоящим сюрпризом выступление абхазских артистов стало не только для представителей нашей диаспоры, но и других адыгских народов, проживающих в Москве. За такую возможность организаторов концерта и коллектив поблагодарил Юрий Агрба, председатель Совета старейшин адыгской диаспоры в Москве. Вы знаете, я всю жизнь мечтал слушать абхазские мелодии. Это для меня какой-то праздник. Песни и танцы – это душа народа. Песни и танцы – это история народа. Пока существуют песни и танцы, всегда будет существовать народ. Этот год знаменателен тем, что является юбилейным для Василия Царгуш, художественного руководителя и главного дирижера ансамбля, которому исполняется 80 лет. Он, в свою очередь, поблагодарил руководство диаспоры за приглашение выступить в Москве. Дорогие друзья, я хочу искренне поблагодарить от имени всего коллектива, что вы сегодня нашли время, посетили нас. Спасибо огромное. Среди зрителей были и те, кто давно стали поклонниками народного творчества нашей страны, но не упустили еще одной возможности насладиться мастерством артистов. Обстановка очень теплая и душевная. Такое впечатление, как будто я побывала в какой-то очень знакомой, большой, дружной семье. Мне очень понравилось вообще отношение между людьми, даже те люди, которые рядом сидели в зале. Я уже не говорю о профессионализме и волшебстве тех, кто выступал на сцене. Ансамбль снискал себе и новых поклонников. Любое такое мероприятие, конечно, приближает нас к нашим корням,
Как-то приезжал кандид Тарба, мы с большим удовольствием посмотрели. Сегодня еще один праздник, праздник души, радость такая. Мы очень довольны. В первую очередь очень рада, что такие мероприятия проводятся. Очень здорово собираются люди, молодежь, все друг друга узнают. Как заметил Тарас Миронович Шамба, такие мероприятия позволяют сохранить нашу культуру, обычаи, традиции и, соответственно, познакомиться с людьми, узнать что-то новое, узнать, кто из близких, друзей находится в Москве и поддерживать контакты. Безусловно, концерт очень понравился. Очень приятно было видеть национальный ансамбль в Москве. И еще об одном успехе, на этот раз наших юных артистов. Детская хореографическая студия «Кавказ» при Государственном ансамбле танца «Кавказ» имени кандида Тарба стала обладателем гран-при фестиваля «Малахитовая шкатулка», который завершился на днях в Санкт-Петербурге. Хореографическая студия – молодой коллектив, который был создан всего 2,5 года назад. В студии участвуют дети от 6 до 13 лет, и это их первый выезд за рубеж. «Малахитовая шкатулка» – это большой фестиваль, который проходил в 3 отделениях. Детская студия «Кавказ» участвовала во втором отделении с 2 танцами – абхазские и осетинские массовые танцы. Ребята победили в своей возрастной категории. Жюри было в восторге от мастерства наших юных артистов, особенно от абхазского танца. Руководители хореографической студии – заслуженные артисты Абхазии Тимур Аргун и Тамила Джалагония. Председатель Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Баграт Хутаба принял национальную команду по косики-карате во главе с президентом Федерации косики-карате Абхазии Демисом Мадлиба. Абхазские каратисты показали хорошие результаты и привезли с чемпионата мира 2 золотые медали, 1 серебряную и несколько бронзовых наград. Баграт Хутаба поблагодарил всю команду с отличным выступлением. В свою очередь Демис Мадлиба выразил благодарность за оказываемую поддержку Госкомитету по физической культуре и спорту. Баграт Хутаба подчеркнул, что одной из актуальных проблем абхазских спортсменов является отсутствие возможности представлять Республику Абхазия на спортивных соревнованиях международного уровня. В Абхазии спорт, развитие, динамика положительная. Благодаря нашим тренерам и руководителям федерации я особенно хочу подчеркнуть и выразить благодарность родителям, потому что после признание государственного суверенитета со стороны Российской Федерации и ряда международных партнеров наша страна вышла на путь устойчивого развития. Однако Абхазия стоит перед многими вызовами. Сухумский водоканал сообщает, что 15 ноября в среду с 0 часов до 9 вечера будет прекращена подача питьевой воды в районе Турбазы, Синопа, а также по улицам Комсомольская, улица Батумская, улица Чанба, Кадорское шоссе в связи с ремонтно-восстановительными работами. И в завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 градуса. Температура морской воды 16 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.